Олжас Сүлейменов – казахский поэт мирового звучания. Вся поэзия, каждое слово знакомит читателя со степями Казахстана, историей и современностью. Стихам поэта присущи красочная образность и национальный дух. В одном из своих первых стихотворений «Аргамак», воспевая вечного спутника-кочевника, он передает вольный дух народа. Поэт рождается и живет в стихии слова. Именно так можно охарактеризовать творчество Олжаса Сүлейменова, чья душа и пылкое воображение уносит его вглубь веков, пронизанных лавинами быстроногих коней наших великих предков, вольных кочевников Великой Степи. А какой ошеломляющий успех имела его поэма «Земля, поклонись человеку», прозвучавшаяся на всю страну в день космического старта Юрия Гагарина. Эта поэма стала гимном всему человечеству, а слова из этой поэмы «Нет востока и запада нет, есть восход и закат» послужили позднее переименованию космических кораблей с востока на восход. Его поэзия является ярким примером интернационального характера большой мировой литературы, поэтому его в свое время приравнивали к могучей плеяде таких национальных поэтов, как Кайсын Кулиев, Расул Гамзатов, Мустай Карим, Давид Гугульдинов. Стихи и поэмы Сүлейменова переведены на многие языки мира. Наибольшую известность казахский поэт получил во Франции, где было издано несколько его поэтических сборников. Поэт и переводчик русской поэзии Лион Робель, представляя французскому читателю свои переводы поэмы «Глиняная книга», написал: «Олжасову Сүлейменову давно уже близка идея братства культур и духовное обогащение народов. Он хочет читать историю как большую книгу переселений и изменений знаков. Расшифровка письменности, языков и легенд, по его мнению, поможет нам по-другому взглянуть на историю человечества». В статье «Минута молчания на краю света» Лион Робель отмечает серьезное увлечение Олжаса Сүлейменова лингвистикой, славистикой, тюркологией. Одна за другой появляются поэмы, очерки по филологии и истории, сценарии, проза. Более всего творчество Сүлейменова поражает размах и полная свобода, как в выборе тем, так и в выборе выразительных средств. Его поэтический материк – это целый мир, в котором он мысленно со страстью обозревает современные очертания и самые глубокие и древние истоки. Он делает это с ликованием, несравненной изобретательностью, включая одновременно все регистры. Но не только пламенными стихами был любим в народе Сүлейменов. Вместо воспевания идей коммунизма начинает заниматься историей своего народа, ведь наиболее полная история его заключена именно в словах. Олжас Омарович родился в Алмате в 1936 году. Но не все знают, что он в седьмом поколении потомок легендарного защитника казахов Олжабай-Батыра, оставившегося в своих подвигах много легенд и благородную память, а по материнской линии потомок не менее известного акына и народного любимца Жаяу-Мысы. Генетически объясняется сочетание мощного таланта поэта и борца. Он высок в стихах, в своих раздумьях. Его строки наполнены мощью природного таланта, гражданским пафосом, накалом страстей и обладает такой взрывной силой и энергией, что физически ощущаешь глубину их воздействия. Ярчайший поэт и мыслитель вдруг удивил всех, выпустив одну за другой научные монографии. Первая его книга «Аз и я» посвящена письменным памятникам славянской и тюркской древности и является своеобразным восприятием истории глазами поэта. Поэт выступает против стереотипов, устоявшихся в науке, и его книга является сплавом публицистики с кропотливым анализом лингвиста. Взяв за основу исследования слова о полку Игореве, Олжас Сүлейменов взялся раскрыть его содержание современных позиций, показать, где сокрыта истина, а где содержится историческая ложь. И именно так можно охарактеризовать творчество Олжаса Сүлейменова, чья душа и пылкое воображение уносят его вглубь веков, пронизанных лавинами быстроногих коней наших великих предков, вольных кочевников Великой Степи. Книга имеет актуальное общественно-политическое значение и позволяет читателю лучше ознакомиться с историей и происхождением языков. В 1989 году стал инициатором и лидером народного движения «Невада-Семипалатинск», целью которого было закрытие Семиплатинского ядерного полигона. В этом году движению исполнилось 32 года. Общественный деятель
Олжас Омарович Сулейменов с 2002 года постоянный представитель Казахстана в ЮНЕСКО. Росла слава, строилась карьера. Он был первым поэтом, награжденным премией Ленинского комсомола. Стал депутатом Верховного Совета Казахстана. Бытность его главным редактором Казахфильма пошли хорошие картины «Лютый», «Конец атамана» и другие. Потом возглавил Госкино Казахстана. В книгу избранных произведений Олжаса Сулейменова вошли поэмы «Земля, поклонись человеку», «Глиняная книга», глубоко философская, остро-социальная поэма всегда находит отклик в сердцах читателей. Нет никакого сомнения в том, что со временем будет написано много книг, посвященных творчеству и гражданской позиции Олжаса. Поэт никогда не отделял свою судьбу и творческие замыслы от земли, которая родила его. Поэтому его имя неотъемлемо от народа. Олжас прежде всего поэт. Каждый его стих несет в себе мудрость предков, широту жирау, их красноречие, остроумие и пророческое видение будущего. Он великий поэт, великая личность и великий гражданин.